Как было установлено в ходе следствия, паспорт нужен был 31-летнему уфимцу, чтобы взять в кредит 1,5 миллиона рублей и погасить долги перед другими банками. За услуги 42-летняя сотрудница Федеральной миграционной службы, находящаяся в родстве с молодым человеком, затребовала у него 200 тысяч рублей. Но поскольку она сама не занималась выдачей документов, ей пришлось обратиться к коллеге по работе, предложив той часть денег. Вторая сотрудница миграционной службы отказалась идти на должностное преступление и сообщила о происходящем правоохранительным органам. И в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия после передачи взятки жительница города Сибай была задержана. Действия подсудимых суд квалифицировал по пункту Б части 3 статьи 291 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации как о передаче взятки в крупном размере в пользу взяткодателя за совершение заведомо незаконного действия, и по пункту Б части 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации как дача взятки в крупном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконного действия. В судебном заседании подсудимые вину признали полностью. Приговором суда они признаны виновными в совершении указанного преступления, и им назначено наказание в виде лишения свободы условно. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.